Как-то уж так повелось называть Якутию оленьим краем. И типичный якутский пейзаж — это белая тундра под сполохами северного сияния и непременно оленья упряжка. Но давайте перелистаем страницы национального эпоса Аланхо, перечтем сказки, легенды и мифы и убедимся, самый надежный помощник якута с давних времен — конь. Из этих чиронов пьют кобылье молоко, кумыс. Седла, сбруи, уздечки — настоящие образцы народного искусства. Вот такая она уникальная якутская порода лошадей. Вроде неказистая, приземистая, тяжеловатая и не очень скорая, но сколько достоинств. Круглый год под открытым небом на подножном корму. А якутский круглый год — это разница в температурах от 40-градусной летней жары до 70-градусного мороза. Лишь в стужу приходится немного подкормить самых слабых и самых молодых. А мясо? Якутская жеребятина — экспортный деликатес, предмет огромного спроса за рубежом. Сейчас конское поголовье в Якутии почти 150 тысяч. Это третий результат в стране после Казахстана и Башкирии. Вы спросите, почему результат? Да потому что цифра — это действительно результат, итог и большой селекционной работы, и исследовательской практики ученых из Института сельского хозяйства и подвижнического труда коневодов. Вот вы смотрите наш журнал и, наверное, думаете, ну что здесь такого особенного, трудного в профессии табунщика-коневода? Капитально чего-то строить не надо. Кормов подбросить? Так ли уж хлопотно? Жеребенок родился, и уж через час пошел. Созерцай себе на свежем воздухе. Однако за легкий ли труд присуждают у нас в стране государственные премии? Вот Михаил Семенович Толстоухов — лауреат. У него много разных наград и регалий. В республике, да и в коневодческих районах всей страны знают, слышали, читали об опыте Толстоухова. Простейшая вещь — подпалить прошлогодний сухостой.
Но при этом и земля удобрится, и травы потом вырастут отменные. Весенняя вода. Красиво. А красота эта коварна, часто опасна. Не догляди, пастух, и упав, может погибнуть жеребенок или истощенная после родов кобыла. Или вот, гонит Михаил Семенович табун. Непосвященному может показаться, просто позирует для кинооператора. Так нет же. С теплом начинает свирепствовать гнус, неистребимый в этих местах, и лошадей необходимо перегнать в луга более прохладные. Когда-то якуты полагались только на природную выносливость и неприхотливость своих лошадиных стад. И хоть сильнейшие особи выживали, падеж от зимнего истощения, от голода был велик. Теперь же, после известных постановлений партийных и правительственных органов Якутии по коневодству, как экономически эффективной и очень выгодной отрасли сельского хозяйства, об укреплении кормовой базы отраслей заботится целый институт. Михаила Семеновича мы сняли на опытном поле. Здесь составляет зимнее меню для животных. Забот у главного коневода звена немало в любое время года. Тебеневка зимой, выжеребка весной, бонитировка летом. Что это такое? Вот вы видите контрольные ботинировочные замеры. Они разные по росту, по весу. Вот еще одна важная цифра. Каждый год республика получает от коневодства до 8 тысяч тонн мяса. Опыт и труд таких мастеров, как Толстоухов, здесь очень ценят. И таких, как он, в республике немало. Исыах – праздник наступившего лета, праздник земледельцев, хлеборобов, животноводов. Праздник немыслимо без конных скачек и без прекрасных песен и об оленях, и о лошадях, и о человеке-труженике.